Доброе утро. Время 7:30. Надо вставать, ехать. Солнца нет, хорошо. Нифига, это что такое? Я здесь проеду-то? Не, мочиться не хочу. О, лучше там проеду. Вот тут река. Один фиг здесь. Там батон. А, надо было оттуда ехать. Что-то я тупанул. Ладно, поехали. Оба! Блин, там глубоко вообще. Уже увяз. Да ну нафиг. Здесь глубоко. О, сюда. Чё, здесь тоже не проехал? Цепь намочил всю. Вот здесь как вот мемориальный комплекс, монумент. Сейчас поднимусь, посмотрю, что там. Вроде бы дорога вниз идет, а меня обратно в гору тянет ветер. Силен, силен. Но я-то сильнее.
искупался, вообще здорово. Когда волны, вообще клево купаться, биться с волнами. Вот это КамАЗа наша сборка, старая, там русскими буквами, кириллицей КамАЗ написано. А вот новая КамАЗ, она уже написана латиницей. И сборка, мне кажется, то ли местная, то ли я не знаю, потому что фары другие. Что-то, мне кажется, сомневаюсь, что из России их привозят, потому что, мне кажется, накладно их везти из России. Как их из России везти? Морем, поездами? Больно сложно. Я думаю, здесь их собирают где-то новые. Классно по деревням ездить, я кайфую вообще. По побережью. Основная трасса там, за хребтом. За хребтом. Где-то там идет. А здесь чисто по деревням. Вот это я кайфую, даже не спешу поэтому. Да и вообще, куда мне спешить-то? Я тем более нарушил уже срок. И я сейчас чувствую такую свободу, что нет у меня уже никаких рамок. И вот это здорово, что тебе не надо никуда спешить. Ну, только до 7 марта, но бог с ним все равно. Все равно уже эта рамка рассыпалась чуть-чуть, и я чувствую себя прекрасно. Вот новая сборка, о которой я говорил, едет. На повтор перемотаете, там увидите даже фары другие, не камазовские какие-то. А вот старый добрый россиянин. О, алло! И водитель добрый, отзывчивый, приветливый. Сейчас чуть-чуть не туда поехал. Опять сейчас выйду на главную трассу. Навигатор что-то у меня затупил. Не навигатор, карты. Сейчас Magic Years, который в офлайне, он меня тупил и не хотел мое местоположение показывать. И я нужный поворот профукал. А тут их много, этих поворотов, и не пойми какой. Трудно угадать. Но сейчас зато еду хоть с попутным ветром. Интернета у меня также и нет. Короче, обманули меня походу на 19 гигабайт на 2 месяца. Вчера я пополнил на 10 тысяч, но они быстро кончились. То есть у меня нету мегабайт вообще. Сейчас я без связи. Вот думаю, что делать. Тут ты не разберешься, не поймешь, язык непонятный, как что. Фиг что объяснишь там в этих салонах связи. Проще новую симку купить или так по Wi-Fi сейчас ездить, Wi-Fi искать по старинке.
Все, сейчас отрендерил, гружу серию. Я там какую фичу в этом распознал-то? В Adobe Premiere я все редактирую. Ну, кто сидел в этой программе, знает. Я когда рендерил, у меня было там 2 прохода, как бы по умолчанию делать. Ну, я не знаю, на что оно влияет, 2 прохода. Я делаю 1 проход. Рендерится почти в 2 раза быстрее. Не почти, а в 2 раза быстрее. А по качеству я никакой разницы не заметил. Почему я этого раньше не знал? Сидел, ждал так долго. Сейчас намного все быстрее. Фух, сейчас поеду дальше уже. Погода хорошая, солнца нет, главное. Что-то я вот тут постригся. Тут кожа не загорелая была. И она у меня сейчас обгорела. Я прям чувствую, как это горит у меня все. Ну все, я в очередном городе. А есть вот такой на велосипед? Ой, на велосипед. Но думаю, зеркало купить заднего вида. Тут все для мотиков. Вот сейчас заехал на рынок, бананов взял. Бананов тут уже не часто увидишь, как там на юге. Думаю, давно уж соскучился по бананам. О, команд, команд. Все. Во. Все. Не, сейчас. Все, надо на ночевку вставать. Вот тут. Поросята принимают душ. Hello. Нормально. Да. И даже я душ сегодня не принимал. Сейчас повернул против ветра, место хорошее нашел. Велик как будто сам едет. Все, нашел место. Так урочится. Правда, недалеко от трассы. Трасса вон в 100 метров, 150. Будет немножечко шумно. Ну, ладно. Все, замок у меня с молнией уже окончательно умер. Пришлось вам придумывать самому вот этими прищепками канцелярскими. Вроде нормально держится. Вот еще всех комаров выгнать отсюда. И можно почитать и спать. Так что доброй ночи. Все, доброе утро. Ух, тут муравьев-то бегает как много. Но меня они не трогали ночью. Я им показал, кто здесь хозяин палатки. Они меня вообще не трогали. Фух. Я так думаю, мне что-то пишут, что
поменяй рубашку, там поменяй штаны. А я так задумался, вот этой рубашке уже лет 5. Я сидел в ней на студенческой скамье еще. Да, ей лет 5, наверное, точно, если не больше. Я даже расставаться с ней не хочу, хотя она уже вся выцвела. Вон, уже не черная, какая-то пепельная с внешних сторон, внутри черная. Но все-таки надо что-то найти, реально быть немножко поприличнее, не как бомжара. Сегодня посмотрю, если будут какие-то города, магазинчики с мужской одеждой, посмотреть. Ну это так, между прочим. А сейчас долбить. Собираться и долбить. О, вчера мне задали вопрос, очередной опять вопрос, уже миллионный раз, про мои финансы, откуда я получаю денег. Вот лучше бы так бы люди спрашивали бы у наших депутатов, госслужащих, того же главы Чувашии, откуда они получают зарплаты, когда минусовой результат, а зарплаты все тикают и тикают. Вот. Меня можете поддерживать только вы, ребята. Только вы, мои зрители, больше меня некому поддерживать. Да, у меня есть моя дружественная компания Куражов & Ко, которая меня поддержали в начале пути, очень сильно поддержали в начале пути. Это единственная чувашская компания, которая вообще вызвалась меня поддержать, потому что самое затратное это именно подготовка к путешествию, потому что чтобы со спокойной душой можно было выехать в дорогу. Вот они меня поддержали, поддерживают в дороге. Но когда я сам, конечно, попрошу. Но я скромный сам по себе, поэтому я лишний раз стараюсь не тревожить, то есть не просить ни о чем. Вот, а сейчас мне вот помогаете только вы, друзья. Спасибо вам большое за это. Как говорится, на хлеб с маслом хватает. Конечно, я не могу там шиковать или еще чего-то. Ну, как бы особо мне это и не нужно. Потребности у меня небольшие. Вот, стараюсь делать свои фильмы интереснее. Мастерство наращиваю, как говорится, с каждой серии. Поэтому вот так вот, ничего сверхъестественного, неоткуда мне больше получать финансирование, только от вас, друзья, только от вас. Вот так. Вот сейчас лапшички заехал покушать. Вот тут опять деревня вся собралась. Вот. Лапша, конечно, я не знаю, она просто проваливается, несытная, но не знаю, все равно заезжаю, кушаю, что недорого. Вон дали лепешку, надо ее пускать в это. Лапшичку. А то лапша больно жидкая получается. О. Знаю, дали добавки, короче. За какие заслуги велопутешественнику. Угощают. Ладно, что, можно. Сама. Ну все, спасибо, милой женщине. Поехали дальше. Откормили. Водички попить. Вот двойной порции лапши я наелся. Прям чувствую так приятную тяжесть в животе. А для меня это немаловажный фактор. Ехать приятнее так.
Уточки, уточки. Что-то у меня лапша силы забрала. Нету сил ехать вообще. Надо полежать где-то. Во, нашел петушиные бои как раз. Я только не знаю, до какой степени они там грызутся. Как они определяют победителя? Как они определяют победителя? Hello. Вон и там тоже сфоткаю. Чувствую, моей трансмиссии, моей ходовки потихоньку начинает приходить конец. До Ханой еще 1000 километров. Надо бы дотянуть до него. Как раз в Ханое будет 10 тысяч уже в моей кассете и цепи. 10 тысяч как раз. Это кассета и цепь идут уже с Владивостока. А сама система вообще идет с Иркутска самого. То есть она еще видела сибирские леса. Вот. Уже чувствую, ход прям такой неравномерно идет от цепи. Но дай бог до Ханоя дотяну. И там уже поменяю все, что нужно. Вон, да, колечки у цепи прям некоторые стерты до того, что его, поэтому ход неровный. Ну что, свое отслужила она уже. Десятка, это нормально. У меня ни одна система меньше десятки не отходила. У кого-то и того меньше идет. Причем это на одной цепи. Сейчас перевальчик небольшой. С главной трассы я также съехал. Там шум вообще не люблю. Неинтересно ехать. Вот по таким дорогам интересно ездить. Чувствуешь, что ты едешь. А там на трассе, как на стенде каком-то едешь. То есть вообще не чувствуешь дорогу. Тут хоть тряска как-то ощущаешь. Так что живи, велосипед, пока. Подожди. Трансмиссия, не умирай. Еще нужно отъездить немного. Фу. Хорошо, еще дождик накрапывает прямо по кайфу.
Сейчас покемарил чуть-чуть на пляжике, на берегу. Море так убаюкивающе играет, просто невозможно не заснуть. Покемарил, сейчас чуть-чуть поспал, можно ехать дальше. Сейчас еще один перевальчик впереди, и потом уже немножко плоскота будет. Здорово. Красавчик, давай, кулак. Кулак давай. Не понимает. Ладно. Сейчас перевал впереди. Мой любимый как раз. Поехали. Поехали. Поехали, скажи. Как Гагарин говорил. О, спасительный родник. Оба. Вот, слышите щебетание птичье? Я вот до сих пор не могу понять.
До сих пор понять не могу, что там делают в этих домах, короче. Кого там выращивают? Кого там выращивают? Вот это. А? Я не знаю. И спросить не могу. Но так красиво поют. И там вот тоже, в том здании. Вот так вот. Ладно, поехали дальше. Вот дождик пошел. Во, встретил американцев. Стоят тут от дождика, скрываются. Сейчас затяжной рейн будет. Вот. Мне машут, говорят, давай. Давай, говорит, вставай тоже. Да. Вот такие байсики. Красавчики. Very good bicycle. Сейчас постоим, пообщаемся. Пока все равно дождь. Вот тоже GT. Интересные велики. Barbershop. Тоже Ortlieb. Is German Ortlieb, yeah? Yeah, they're good. No, this I pay this Thailand Vincita Thai brand. Yeah. Did you get those in Thailand? Yeah. Where in Bangkok? No, it's Pattaya. Oh, okay. Thailand, no problem to bicycle repair. Really? Yes, no problem. It's good. Many bicycle shop, many. That's good to know. Bike boxes? Yeah. Good luck. Good luck. Yeah. Safe travels. Safe journey. Thank you. Good luck. Write me Facebook. It's contact. Yeah. Safe travel. Chep Travel. Yeah. Alright. When I get, next time I have internet, I'll look it up. Okay. Take care. Давай. Ну, good road. Safe travels. Давай, братишки. Ну вот, уехали братишки, коллеги. Приятно было так пообщаться. Фух. Все, мне тоже ехать дальше. Дождик закончился вроде. Наши работают. Наши.
надо искать ночлег. Идет вечер. И как парадокс, вечером всегда силы появляются. Да, тяжко против ветра. Тяжко. Ну, нашел местечко сухое рядом с кладбищем. Можно сказать, на кладбище почти. Ну ладно, что, не впервые мне на кладбище ночевать. Сейчас надо посмотреть, где поставить. Тут везде рисовые поля. А, вот в этой роще лучше поставлю палатку в натуре. Ага, тут не видно хоть будет меня. Мешать никто не будет. Ну все, поставил. Вот здесь уже могилки походу. Фу, ну все, спокойной ночи. Сегодня проехал 80 километров только. Ветер не дает, тяжело. Спать.